нас в стране много ветра, мы развиваем ветрогенерацию. Но, к сожалению, следующий слайд, у возобновляемых источников энергии есть один минус. Они зависимы от погодных условий. В настоящее время в мире эксплуатируется 415 реакторов. На одной станции может работать несколько реакторов. Первый эшелон или первый уровень защиты – это сама таблетка, да, или само топливо, которое не позволяет радионуклидам выходить за ее пределы. У нас в городе Усть-Кумен Ульбинский металлургический завод еще Советского Союза производит топливные таблетки, которые используются в реакторе. Но с 2021 года уже полную сборку ядерного топлива производят на этом заводе. Уже первые партии были экспортированы и загружены в атомные электростанции Китая. Это по французским технологиям изготовляется топливо и в настоящее время отправляется в Китайскую Народную Республику. Это говорит о том, что, в принципе, это самое уязвимое место в реакторе, да, ядерное топливо, оно производится у нас в Казахстане нашими специалистами, и другие страны этим пользуются. То есть вода, которая проходит через градиент, никакого отношения к реактору не имеет. Остальные все контуры замкнуты, туда вода не заходит, не выходит. То есть основное потребление воды идет вот на этих градиентах. 63 миллиона кубометров в год. Если сравнивать с испарением с озера Балхаш, которое 19 миллиардов кубов, то составляет 0,3% от всего испарения с озера. А сейчас мы вместе с Минводхоз и ирригацией пытаемся проработать прогнозы по бассейну озера Балхаш. Проект разработки мастер-плана по Балхашу, по водному балансу озера Балхаш, поддерживается правительством Франции, то есть финансирование идет оттуда. И мы надеемся получить прогноз на 100 лет. Именно столько будет работать наша станция. В зависимости от этого будет проектироваться система охлаждения.